Мы сделали такой вояж, сделали большую работу в Египте. Там тоже встречались с нашей диаспорой. Наша цель была в этих странах создать вот такие, сплотить нашу диаспору, создать такие центры, если у нас в этих странах еще нет посольства, но сделать так, чтобы это было как бы посольство наших стран, сделать такие культурные центры, и мы провели вот работу в 2 странах. Мы были в Каире, мы разговаривали с нашей диаспорой, выбрали диаспора, без нас, конечно, выбрала своего руководителя. Также мы встречались с многочисленными бизнесменами, с потенциальными инвесторами, которые могут приехать и работать в нашей стране. Потом мы поехали в Иорданию. В Иордании на самом деле наша группа, наша делегация приезжает 3-й раз. Мы были 1-й раз в ноябре, потом в мае этого года и поехали сейчас. Там тоже была интересная работа. Мы встречались с диаспорой. Называется Диван Абаза. Это часть черкесской диаспоры, абхазцы. Их не так много по сравнению с черкесской диаспорой. Если черкесская диаспора 500 тысяч человек, то абхазцев от 300 до 400 семей. У каждой структуры есть свои интересы во всех этих странах. У меня, как человека, который занимается привлечением инвесторов в нашу страну, политический аспект, чтобы Министерство иностранных дел могло работать в этой стране, есть репатриация, вот, чтобы они могли спокойно ездить в эту страну. Мы сделали такую обобщающую работу, и теперь все эти структуры спокойно могут ездить и общаться с этими нашими центрами. 25 тысяч где-то абхазцев, которые себя считают абаза. Наша диаспора во всех этих странах, она не одинакова. Вот, например, Сунер здесь сидит, и наши люди хорошо знают, как ведет себя, как относится к нашей стране, как живут люди в Турции, люди из нашей диаспоры, абхазцы. Совсем другое дело в Каире, разумеется, потому что в разное время эти абхазцы попали в эти страны. Вот в Каир, там, в Египет наши соотечественники попали давным-давно, 600 лет тому назад, времена Мамлюка. И, конечно, у них другое отношение к нашей стране. Они хотят узнать свою родину, но они, конечно, говорят более спокойным тоном, им нужно еще приехать в страну, увидеть свою страну. В Иордании, конечно, намного позже попали абхазцы, они больше знают нашу страну, тем более мы 3 раза туда ездили, они готовы приезжать, они готовы работать в нашей стране, они готовы получать документы, они готовы получать наши абхазские паспорта. Но мы должны учитывать, кто получает эти абхазские паспорта. Понимаете, в Египте тоже нам говорили, вот мы тоже хотим получить документы, хотим получить абхазские паспорта. Бывая в этих странах, мы говорим не только о представителях диаспоры на самом деле. Конечно, в первую очередь мы обращаемся к нашим людям. Мы говорим не только, вот, например, в Иордании мы говорим не только об абхазцах. Мы говорим обо всех бизнесменах, которые могут приехать и вкладывать в нашу страну. Мы встречались и не только с абхазцами, мы встречались и с черкесами, мы встречались и с арабами, мы разговаривали. На самом деле, я должен сказать, мы это особо не афишируем, но помните, как у Маяковского
слова ради изводишь тысячи тонн словесной руды. На самом деле за этот год мы приняли огромное количество бизнесменов из Иордании. Мы с ними разговариваем, они сюда приезжают, мы очень многое делаем, но, к сожалению, не так быстро все. Они должны оглядеться, они должны изучить наши документы, они приезжают по 2-3 раза, но мы верим, что они приедут к нам, они будут работать. И они заинтересованы, особенно в сельском хозяйстве, потому что они очень удачно торговали с Россией, а сейчас война идет в Сирии. И потому у них логистическая схема не очень хорошо выстраивается. И мы их убеждаем, если бы они то же самое выращивали бы в Абхазии, они легко доставляли бы это до России, до своих клиентов. Для нас, конечно, был это очень интересный визит, потому что я лично первый раз находился в этих странах. И я сам, как бывший репатриант, мне было, конечно, очень интересно, потому что абсолютно правильно было сказано. В Египте у нас наша диаспора проживает очень долго, это больше 600 лет. Они, кроме фамилии общей Абаза, ничего не помнят, к сожалению. Ни один человек не знает своей фамилии и не знает ни абхазского языка. Но желание есть связаться с исторической родиной, каким-то образом наладить эту связь. Годами были делегации, ну, может, не такие большие делегации, но поехали из Абхазии туда, из Египта люди к нам приехали. Но в профессиональном уровне не было такой делегации, которой в будущем постоянно мы могли общаться с ними. Потому что в первую очередь они просят правильной информации, информация об Абхазии, о законах Абхазии, что касается репатриации, что касается инвестиций. После этого, и, конечно, в свое время хотят получить правильную информацию, как получить гражданство, как и себе, так же своим женам, мужам, потому что у них же есть и жены, и мужи, арабы, вот как они могут получить паспорта и жить дальше в Абхазии. И наша цель была такова, чтобы подробно информировали представители и нашей диаспоры, также представители бизнеса Иордании, Египта. У нас было очень разные и интересные встречи, потому что Абаза фамилия сегодня имеет большой авторитет в Египте, и они же сами же собрались для будущей профессиональной работы, выбрали своего председателя Рауфа Абаза. И уже у нас есть с ними контакты, ежедневно общаемся с ними. А им, конечно, очень интересно, на каких направлениях, каким образом можем развивать наши отношения. Для этого в ближайшее время они ждут наше приглашение, и чтобы приехали в Абхазию, то, что мы там рассказывали, чтобы видеть на месте. И таким образом уже отдельно и культурно, образовательно, и экономических сферах, как можем развивать это отношение. Иордания абсолютно другая страна, и, в принципе, мы имели такую же информацию до того, как мы туда ехали. Сегодня в Иордании есть уникальные возможности для развития экономических отношений. Потому что среди арабских республик сегодня один из республик, который сохраняет в мире стабильность и увеличивает экспорт и импорт другими странами, налаженно имеет отношения как и с Россией, так и Америкой и другими странами. И четко работает банковская система и система страхования. Для этого все те страны, другие арабские страны, начиная и Сирия, Ливия, Ирак и других стран, имеют свои офисы в Иордании и обязательно работают через эти страны спокойно, чтобы банковские платежи свои вести. А это огромное количество населения людей, около 100-150 миллионов в этих странах, если взять население, которое нужно им любой вид товара. Когда в Иордании мы находились, была у нас встреча послом Турецкой республики в Иордании, он национальности абхаз, но как бы гражданин Республики Турции, но он тоже был нашим соотечественником. Очень интересно было нам эта встреча, поговорить с ним, общаться. И также в то время, конечно, наша делегация находилась в посольстве России, как бы мы объяснили в течение этих дней, что было сделано, а дальше как мы собираемся. Потому что помощь России во всех странах всегда нам оказали, и в будущем тоже, конечно, мы хотим совместно развивать все это отношения. Но главное, конечно, Иордания видит представителей наших диаспор, которые попали в эту страну в 1830-40-х год, и они сохраняют свои фамилии, они знают абхазскую кухню до сегодняшнего дня, и несколько человек знает абхазского языка.
И мы видели сегодня, какой большой там есть потенциал. Когда-то в экономике в Абхазии будет туризм развиваться, сельского хозяйства, все остальные сферы. Но нам нужно людей, нам нужны наши люди, наши соотечественники. И за это мы поехали туда, чтобы информировать их там на месте. صحيح اسم العيلة أنا أخذته من أبوي لما ولدت طبيعي أبوي كان أخذ اسم العيلة. Он фамилию, говорит, наследовал от отца. Он дедушку не видел, до рождения его дедушка умер. Его отец постоянно рассказывал им про Абхазию. من هذاك التاريخ إحنا عايشين بالأردن 1870. Все информации он получил от своего отца. В 1870-м дедушка мигрировал туда. Пусть расскажет о том, как там проживает абхазская диаспора, какие у них взаимоотношения, как они поддерживают связь. насколько для них важно сохранять и какие-то обычаи. احكي لنا كيف الجالية الأبخازية عايشة بالأردن، الأبخازي إذا محافظين عليه داخل العائلة الأبخازية. صحيح احنا يعني بالاردن شركس بشكل عام كنا مع بعض يعني ما فيش فرق بين يعني говорит в Иордании живут абхазцы, черкесы, разные там жадуки, кабардинцы живут под одним названием черкесы. У них разницы нету. Этот абхаз, тот черкес, вообще разницы никакой. Это им, конечно, говорит, дает силу, так как они едины. Черкесы в Иордании, среди них, конечно, абхазцы, они как бы высший сорт, можно сказать, живут как обычные иорданцы, у них свои права. Они там считаются как бы фундамент спокойствия Иордании, приближенные еще к королю Иордании. По причине того, что вот, вообще черкесская диаспора там, они как бы не вмешивались в политику, всегда искренне поддержали власть в Иордании. ومعروف حتى عند الشعب عند الناس العاديين بس يحكوا بيعرفونا احنا بشكلنا يعني بيعرفوا على طول انه احنا شركس. Даже вот у них арабы узнают по внешнему виду, по облику, этот черкес, значит он хороший человек. Вот он, допустим, к примеру, работал как военный в Иордании 33 года. وتقاعدت برتبة لواء حقيقة تقاعدت أنا Даже вот не хотели его, чтобы он ушел на пенсию, он сам попросил, ушел в отставку, так держались за него. Потом 5 лет еще работал в организации ООН. После того еще 5 лет работал на Красный Крест. Он вышел генералом, да. Генерал. В основном в Иордании они военные, черкесы, абхазцы и большие чиновники есть. عندنا جنرالات كثير Очень много генералов. كل المراكز يعني بالسكيورتي بالامن بالمخابرات В разных областях, в МВД, СГБ и так далее. عندنا وزراء اكثر من وزاره شاركوا. Несколько министров было. بمجلس النواب ايضا عندنا парламент باستمرار. الشيشان في واحد ولا شركسي اثنين باستمرار موجودين بمجلس. А постоянно в парламенте есть один обязательно чеченец, а абхазская, черкесская диаспора обязательно двое в парламенте постоянно. У нас Чичба фамилия, потомки царей. Он знает ли об этом? هلا هي عم تحكي انه العائله تبعكم تشيشبا عائله امراء. عندك فكره عن الموضوع؟ لا Он не знает. Никакого представления. احنا حقيقة بالعربي بكتبوها شيشة. شيشة فأنا أكرم حكى لي يعني هو بيعرف التاريخ فقال لي بس أنا. На арабском пишется чиша, а здесь ему говорили это чишба. بس بالأردن ما في أمراء إلا اللي تابعين للعائلة الهاشمية يعني ما. Потому что в Иордании говорит одни принцы, которые относятся к королю Иордании. Других не принимают. В 2010 году они обосновали диван Абаза. كنا احنا جزء من الجمعيه الشركسيه يعني الاباظات كنا منتسب واحنا لا نزال منتسبين للجمعيه الشركسيه. Они как бы вот были и до сих пор как бы одна ветвь или филиал от общего общества Родина черкесская. الجمعيه الشركسيه بالاردن مشكله من الخمسينات يعني من 1952 تقريبا. Где-то с 50-х, точнее в 52 году
было организовано общество Родина Черкесская. هي بتجمع كل الشركس يعني كل شركس تقريبا تجمعهم Эта أعضاء. организация объединяет всех черкесов, включая Абаза и так далее. Абхазии вот они постарались и создали диван Абаза в 2010 году. Ну, как бы вот остается филиалом сегодня от общества черкесов. Вот они поработали над этим и в 2010 году уже получили как бы лицензию от государства иорданского и от общества Родины Черкесского получили тоже лицензию. И на сегодняшний день есть диван Абаза, также разные диваны, Шапсуги, Абжадуги, Абзахи. الهدف الرئيسي من تكوين جمعية Главная цель, чему они создали диван Абаза, чтобы именно помогать там в Иордании, именно абхазцам. Если какие-то проблемы, вопросы, может какие-то структуры не помогут, а через них он получит поддержку. В их обществе диван Абаза на сегодня зарегистрировано 270 семей. معدل العائلة الأردنية تقريبا 7 أشخاص يعني 6-7 أشخاص. Средняя численность в одной семье где-то 6-7 человек. Они где-то вот раз в месяц собираются, все эти семьи, готовят национальные блюда, называется щипс и паста, то, что в Иордании сегодня известно. Абысты наши. Апуста, да, вот получается как апуста, там щипс и паста. И есть, готовят также сладости черкесские всякие. بعدين حليبة لقوم كل هذا Лагумма, халива, это вот как бы с сыром, с картошкой. كل شهر بناكل مرة واحدة. Каждый месяц они обязательно собираются и национальные блюда готовят. Очень хорошо, что мы очень им благодарны, что они не потерялись среди большой диаспоры черкесской, они выделились, сохранили свое лицо, свою идентичность. Мы разговаривали с черкесами, они очень доброжелательно к этому относятся, без всякой ревности, что они имеют свою организацию. Ну, в принципе, это зеркальное отображение того, что происходит у нас. Мы тоже на Кавказе, мы братья, но у каждого есть свой диван. Так и должно быть, мы должны сохранить свое лицо. И мы очень благодарны нашим соотечественникам, что у них есть такая организация, что уже все подготовлено для того, чтобы там было наше посольство. Первая цель у них посмотреть на родину предков, Абхазия. У него была мечта всегда приезжать в Абхазию. Так как его отец постоянно рассказывал про Абхазию, фотографии какие-то показывал, и он всегда мечтал сюда приезжать. Он приехал со своей супругой, с дочкой, а в следующий раз, надеется, приедет со всей семьей. Как бы вот они сегодня приехали сюда неофициально со стороны иорданского государства, они приехали, как бы можно сказать, официально со стороны диван Абаза. Приехали сюда, были у них встречи на высоком уровне, Министерство иностранных дел Абхазии, и они хотят работать, чтобы укрепить и развивать отношения с Республикой Абхазия. Они на разных уровнях, в разных структурах хотят развивать отношения с Абхазией. Допустим, по культурным вопросам были какие-то предложения, абхазский ансамбль народный, чтобы туда поехал в Иорданию, их ансамбль, чтобы приехал сюда. Хотят развивать, укреплять, познакомить на сегодняшний день иорданский народ с Республикой Абхазия. لأنه ممكن الجمعية أو أطراف ثانية ما تساعده فوجدنا إنه إحنا لازم نساعد. И, конечно, очень важно для них тоже вот на сегодняшний день получить гражданство абхазское, паспорт абхазский, что в дальнейшем, если какие-нибудь будут, допустим, выборы или что-нибудь такое, которое коснется вопроса Республики Абхазия, чтобы они приняли активные действия, даже если они находятся в Иордании, не здесь. Паспорт абхазский дает им силу участвовать в любом действии в Абхазии, и они будут помогать Абхазии извне. Любой гражданин Абхазии в Турции, в Иордании, в любой стране, он может как-то познакомить людей или рекламировать Абхазию, находясь у себя в другой стране. Я хотел бы чуть-чуть добавить. У нас вчера была встреча в Министерстве иностранных дел, и мы сделали план работы
на 2016 год. Это блоки, расписанные в области культуры, в области экономики, в области образования и, конечно же, политики. Будем готовить приезд министра иностранных дел в Иорданию. Мы систематизируем нашу работу, и мы знаем, как мы будем действовать в 2016 году. После дивана Аббаза у нас также было разные встречи и представители черкесской диаспоры. Сегодня ближе к королевству очень много представителей черкесской диаспоры, которые работают. А весь 4 дня, которые мы находились в Иордании, это организационный вопрос решили, который работает администрация принца Али, наших соотечественников. Там и фамилия Чукуа, Хатхуа, Кешт. Есть такие соотечественники, которые работают уже там давно. И с ними есть у нас проекты, которые в ближайшее время хотим реализовать по линии спорта. В ближайшее время первого внука короля Хусейна, принц Хусейн, сюда приедет своей делегацией по одному проекту, чтобы мы могли совместно здесь реализовать. Я хотел бы благодарить всем нашим соотечественникам за все это время, которое мы находились в Египте и Иордании. У нас в Иордании есть представители Министерства иностранных дел Ашраф Аббаза, Чукуа, есть и другие черкесские диаспоры, и Рауфа Аббаза, Мухаммед Аббаза, которые в Египте нас встретили. Я хочу благодарить всем нашим соотечественникам, которые за все эти годы, смотря всякие трудности, сохранили свою культуру, свою нацию и сегодня хотят связаться с исторической родиной. Конечно, наша цель и в будущем будем поддержать им всегда. У меня такой вопрос. Пока вы находились в Абхазии, помимо этих важных встреч, на которых вы обсуждали будущие планы, вы побывали в разных уголках Абхазии, посетили деревни, увиделись с однофамильцами. Он как бы встретил своих родственников, которые приехали из Сирии. Они побывали, значит, на Арице, бывали в Пицунде, бывали где-то вот рыболовство, говорит, смотрели, да, и какая-то церковь очень высоко в горах, это в Афоне, скорее всего. Ему говорили еще очень много вот красивых мест, но он был занят встречами, паспортами и так далее. Поэтому он обязательно вернется сюда и побольше времени здесь побудет и будет смотреть всю Абхазию. Правда, говорит, очень красивая страна, как его отец ему рассказывал. Может, как на фотографиях, даже красивее намного. Я знаю, вот в самом деле он очень правильный момент вспомнил и говорил, да, в Абхазии встретил своего родственника из Сирии. Посмотрите сегодня, кто хочет понять и видеть нашу историю, даже сегодняшний кадр. Абхазец из Турции, абхазец из Сирии, абхазец из Иордании, абхазец местный, здешний. Вот это есть и наша история в самом деле. Вот 4-е поколение, сегодня только ему удалось возвращаться в свою историческую родину. То, что отец ему рассказывал, слава Богу, он видел на месте. Я 5-е поколение, вот наши тоже 1864 годах, которые мы хадису отправились, вот и мне удалось в 91 году возвращаться в свою историческую родину. Также Надир в 13 году возвращался. Вот это дает нам надежду в будущем. Вот то, что мы мечтали тоже годами, когда-то собрать всех наших соотечественников у себя дома, в родине, в Абхазии. И это у нас потихоньку получается, больше радости в жизни, наверное, не может. В Иордании находится Жана, девушка была отправлена из Абхазии. Она преподает абхазский язык там. У нас уже есть там культурный центр, есть Жанна, которая всех заразила абхазскими танцами, абхазским языком. Уже многие говорят, какие-то первые предложения уже не произносят. Я был так рад, когда это слышал. Я смотрел, как танцуют наши девушки, как танцуют наши ребята.